Всем привет! Я снова в своем любимом городе, Владивостоке. И сейчас я иду на открытие музея. Посмотрим, что за музей, что происходит. Все это будет на канале «Здесь сегодня». Вот в этом здании находится. Сейчас буду искать вход. Вход, по-моему, там. Обошла здание с другой стороны. Я так полагаю, вход с торца, который я изначально и видела. Я думаю, вот здесь вот находится этот музей. Какое здание интересное. Все, я нашла вход. И спускаемся. Ух ты. Приморская региональная молодежная общественная организация. Поисковое ведение авиапоиск. И дальше начинается у нас экспозиция, посвященная Хасанским боям. Людей очень много. Что у нас здесь? Что за землянка? Здесь у нас землянка по образцу 30-х годов, которая была летная землянка, так сказать. Я даже знаю, кому это видео понравится. Вот буржуйка тоже найдена на Хасане. Здесь все найдено в Хасанском районе, нет? В чем есть телефон? Не все. А какие территории поиска? Винтовки тоже найдено, восстановлено. Найдено железо было само. Дерево куплено складское. Все почищено, восстановлено. Фуражка офицерская, лампа керосиновая, каска образца 36 года. Это все, что вы нашли, да? США-36. Ну да. Это же каска оригиналы восстановлена. все? Нет, каска восстановлена. Ножки нашли. Ножки. Это тоже все найдено на Хасане. Песок даже привезен. Скажем так. Вот этот песок, это привезено с Хасана. Несколько мешков песка набрали там, потому что грунт там в основном песчаный. Не на скале, конечно, а вокруг. Ну, Хасанский район, чтобы вы понимали, это юг Приморья. И там граница с Китаем и Северной Кореей, верно? Да. Гильзы от 45, коробки от Макса, от патронов. Диск от танкового дегтяря. А сколько вообще работы велись по созданию этого музея? В прошлом году начали. Но людей много пришло. Прикольно, здесь даже потолок под небо разрисован с облаками. Только заметила. Поиски, естественно, ребята погибли, никто не знает ни места, ничего. Поэтому стараемся найти, обнаружить. Но в основном где находят какие-то? Везде, где были когда-то в прошлом аэродромы, собственно, вокруг аэродромов очень много самолетов падало. На взлете, на посадке. Ну и так по маршруту. То есть узнаешь, самолет вылетел туда-то, пропал, уже пробиваешь вот этот маршрут, где он должен был лететь. Но зачастую сбивались с курса, уходили совершенно в другое место, то есть там даже не искали, куда они, где они падали. Потому что далеко от намеченной от карты полетов уходили совершенно в другие места. У кого топливо закончилось, кто в сопку врезался. Потери ориентировки очень часто гибнут ребята. Это первый музей такого рода в Владивостоке открылся или есть какие-то похожие? Ну, Кадицкого, наверное. Да, но Мы и там выставлялись. Музей Кадицкого изначально, пока своего не было. Вот там просто была часть вашей экспозиции, да? Там что-то да, создали? Здесь тоже маленькая часть из того, что найдено. Ну а в целом, учитывая, что сколько лет вы ведете поиск, у вас наверняка этих экспонатов намного больше, чем можно вместить эту Естественно, тут не территорию. одна такая комната нужна, чтобы все выставить. и десяток комнат не хватит, если все провести. Тут трудность доставки. Ручка от отвертки и набалдажник для чистки винтовки. Это наши первые находки, первый наш боец. Это его вещи.
А когда вы его нашли? Ну, сейчас даже уже сколько лет 6 назад. Было когда лет 6 назад. Это все Хасан, вот это 3 Витрины. Да, был случай, в котором попали в неделю того года. Фуршет на открытие. Такой же небольшой сладкий стол. Там сцена. Thank you.